1 апреля 2025 году мы будем отмечать 155-летний юбилей Таштамира Эльдарханова. Вот, на мой взгляд, вот среди политических, государственных деятелей не только Северного Кавказа, да, наверное, целого Кавказа и России, личностей такого масштаба, их не так много. И очень гордость берет, что именно Таштамир Эльдарханов является твоим земляком. Надо сказать, что за всю свою трудовую деятельность, политическую деятельность Таштамир Эльдарханов проявил себя как прекрасный управленец, как прекрасный учитель, человек, который глубоко переживал за свой народ. Его первые воззвания были, когда установили советскую власть. Но мне бы хотелось коснуться его части, его относящейся к его литературной деятельности, к его творческой деятельности, поскольку интерес Таштамира Эльдарханова вообще к истории своего края был связан прежде всего с фольклором чеченским. Можно смело сказать, что именно Эльдарханов начал практически, наверное, первый из государственных деятелей собирать материал, относящийся к нашему фольклору. Он его очень скрупулезно его изучал, он его собирал, и обучаясь, и проходя обучение в Тбилиси, он делал попытки издать свои, кстати, труды, относящиеся вот к фольклору. И вот поэтому именно эта часть, как я сказала, она для нас сегодня очень важна, но, к сожалению, в библиотеке нет трудов Таштамира Эльдарханова, и именно такие большие лакуны вот сегодня, относящиеся к его деятельности. Но в нашей электронной библиотеке есть две книги. Это вот книга «Чеченская азбука», которая именно под авторством была издана Таштамира Эльдарханова в 1911 году. И у нас есть вторая еще книга, это «Чеченские тексты», тоже относящиеся именно к этому периоду. И поскольку, как я говорила, на следующий год у Таштамира Эльдарханова будет юбилей, вот в плане Национальной библиотеки, первое, это попытаться собрать максимально полно его все творческое наследие, его литературное наследие. Для этого мы обратимся с письмами к крупнейшим библиотекам, Российской библиотеки, Государственной библиотеки, чтобы они предоставили копии, но и, безусловно, издать эти копии хотя бы тем вариантам, которые для нас сегодня доступны. Потому что, несмотря на то, что Таштамир вошел как революционер, как просветитель, но он прежде всего был больше известен как учитель, как его учительская, преподавательская его деятельность. И совсем не случайно, что он был избран делегатом первого съезда Государственной Думы в 1906 году и в 1907 году. Мы знаем, он был депутатом 2 созывов. И именно его деятельность, его просветительская деятельность, его такой, можно сказать, такое очень болезненное отношение к своему народу. Он очень много писал о бедственном положении крестьян, говорил о том, что да, возможно, он и не был таким ярым революционером, но и тем не менее новые идеи, они ему были очень близки. Но мы знаем из истории, у него не всегда было понимание с Асламбеком Шариповым, поскольку Асламбек Шарипов вообще был как революционер такой, он принимал все новое, он принимал все такое, все, что приходило с установлением советской власти, все идеи, все декреты Асламбек Шарипов принимал с таким большим энтузиазмом. Этого нельзя сказать по поводу Таштамира Эльдарханова. Таштамир был степенный, он более относился к этому спокойно, и когда, знаю, был очень известный, он и старше был, да, он был, безусловно, был старше, и когда вот Гойтах был такой знаменитый, вы помните, период был, когда там стычки произошли, он именно Таштамир Эльдарханов способствовал тому, чтобы там не пролилась кровь, там все закончилось мирным путем. Но и вместе с тем надо сказать, что это была еще и очень трагическая личность, потому что его не всегда понимали, ему не всегда, хотя ему доверяли самые высокие посты, и вместе с тем у него были это недопонимания, у него были с новой установившейся властью советской, эти же недопонимания у него были с уходящей властью, поскольку понятно,
понятно, раз его выбирали депутатом 2 созывов, то, соответственно, ему нужно было каким-то образом, нужно было как бы и за старую, будем так говорить, дореволюционные, будет какие-то идеи надо было ему, их надо было как-то культивировать, их провозносить. И Таштамир не всегда это все воспринимал. И поэтому вот в его биографии, если мы посмотрим, она у него достаточно насыщена. В Грозном, когда он окончил Тбилисский университет, когда он вернулся с Тбилиси, ведь он в Грозном практически не мог даже устроиться на работу. Он был вынужден уехать в Майкоп. Он начинал свою деятельность в Майкопе, именно свою просветительскую деятельность. И поэтому, и когда он уже вернулся здесь, в Грозный, и вот у нас, кстати, я хочу сказать, что горожанам у нас есть очень красивый дом, он находится на улице Революции, сегодня проспекта Махмуда Исымбаева. Там есть здание Гросгипро, там нефть называется это здание. Вот на углу, там, где наш театр, очень красиво трехэтажное белое здание. Надо сказать, что когда Таштамир вернулся в Грозный, у него не было своего и жилья. И он, кстати, именно в этом доме он и жил, в этом здании. И в этом доме он и какую-то небольшую часть, он возглавлял Грозненский надо бы точно, потом вырежешь, хорошо, как это называется, вот этот, который, сейчас, потом мы вырежем, вот этот, нефтехим, нет, вот этот, электромаяц, у тебя есть интернет посмотреть? Грозненс, без очков, вот как это называется, вот это, в котором сегодня казначейство находится. Вот иди вот сейчас по проспекту с левой стороны, не доходя до театра. Казначейство. Девочки, дайте, Катя, иди сюда быстро. Грозненский, Грознефть, все, Грознефть, все не надо. Все, спасибо. Грознефть, да. Да, все, давайте, Грознефть, да. И у нас сейчас эту мысль тебе повторю, и она тебя... И вот когда он вернулся с Майкопа, он возвращается в Грозный, когда он уже был депутатом 2 созывов, кстати, вот он и возглавлял Грозненский, Грознефть возглавлял, правда, небольшой промежуток времени. Это здание и сегодня есть в городе, оно как бы украшением является Грозного. Вот известно, что именно в этом здании он и жил несколько лет. Но, к сожалению, и на этой должности он проработал немного. Что сегодня, как вот мы, поскольку мы говорим об этом выдающемся, можно сказать, человеке, то ведь сохранились стенограммы выступлений Таштамира Эльдерханова, который он как раз, вот, будучи депутатом, он представлял не только Чеченскую республику, Чеченский округ, он точно так же представлял Северо-Кавказский, поэтому его, как раз, то, что его выбрали делегатом, и он был депутатом, это не случайно. Потому что, как мы говорили, мы знаем, что его идеи равенства, они всегда подкупали людей. Они подкупали особенно бедняков, поскольку он, еще раз говорю, он не был ярый революционер, и вместе с тем он выбрал путь просвещения. Поэтому его чаще называют как Таштамира Эльдерханова как просветитель, который автор нескольких, как мы знаем, публикаций, автор нескольких больших исследований, автор великолепных публичных лекций. И сегодня, вот, когда мы говорим о его наследии, то нам он, конечно, интересен тем, что на арену политической жизни нашей республики он выходит, в принципе, вышел в самое тяжелое время. Это начало 20 века, это 900-е годы, это 905 год, это идет первая революция, Октябрьская, вернее, первая революция 905 года, это следом Октябрьская революция, и мы знаем из истории, это был очень тяжелый период был для нашего края, поскольку установление советской власти здесь шло очень тяжелым путем. Мы знаем, здесь в Владикавказе банда Бечеряхова в 18 году здесь пыталась сделать
переворот. И, кстати, знаете, есть еще в истории, есть такой очень интересный такой момент, что именно благодаря Таштамиру Эльдерханову дикая дивизия, мы знаем, туземная как бы дивизия, она планировала захватить Петроград, дойти до Петрограда. И вот Таштамир вел переговоры, чтобы с этим этого не случилось. Вел переговоры не потому, что он не принимал вот, то, что пытались, там, скажем, те же сделать белоказаки или так далее, или дикая дивизия, а тем, что он вообще был против кровопролития. Это нужно обязательно отметить. Он был вообще миротворец. Он по себе был миротворец, просветитель, миротворец, и который так получилось, что в силу каких-то своих политических убеждений он оказался на арене политических событий, и поэтому даже когда он учился в школе, он, кстати, закончил нашу грузинскую школу, которая у нас была одна первая в городе. В дальнейшем он заканчивал Владикавказское реальное училище, заканчивал, уезжает в Тбилиси. Это был по тем меркам человек был больших, можно сказать, таких большого кругозора, очень образованный, очень начитанный для своего времени, несмотря на то, что он вырос и в семье обычного бедняка, крестьянина, родился в Гихах, и сегодня в селе есть улица, которая носит его имя, и есть еще и потомки Таштамира Эльдерханова. Кстати, надо сказать, что это сегодня все довольно достойные люди, все они очень грамотные, образованные, потому что сам и Таштамир ставку делал на образованность. А он вот в тех воззваниях, которые сегодня сохранились, они в которых они есть, там можно посмотреть, он вообще призывал не к насилию, а призывал к тому, что нам нужно учиться, нам нужно образование, что на сегодня есть новая возможность. И когда у нас открываются первые школы, Таштамир ведь делает очень много, чтобы эти первые школы укомплектовать учебниками. Он очень много делал для того, чтобы в этих школах учились наши дети, дети особенно с гор учились, дети учились с сел. Он очень ратовал за то, чтобы его народ был образованный, его народ был просвещенный. Но вот так, как я говорю, получилось так, что вот именно вот в этот период между первой революцией 17 года, конечно, это было время, когда власть бесконечно менялась, без конца проходили революционные события. И вот, естественно, в это время и нужен был, вот, на мой взгляд, нужен был человек, который бы умел бы, вот как раз-таки две противоборствующие силы сумел бы примирить. Ведь он это же, в принципе, и делал. И вот мы видим во многих исследованиях, Таштамира пишет, что он был революционер. Вот в моем понимании он не был революционером, поскольку даже когда он сидел на революционной, сидел с Асланбеком Шариповым, там решалась судьба Грозного, что непременно нужен был революционный, нужен был переворот. Здесь, помните, вот здесь знаменитые 100-дневные бои, которые проходили, это очень много пролитой крови. Вот в этот период он и выступает за ненасилие. Он говорит, что он по мнению Таштамира, и мне кажется, это правильный путь, это путь просвещения. И сегодня, когда мы говорим о Таштамире, нам нужно, конечно, максимально полно попытаться собрать все его документы о нем, собрать стенограммы, в которых он выступал. Ведь он очень активно был депутат, сохранились фотографии, где молодой и очень интеллигентный юноша-чеченец, очень красивый, да, вот в кругу таких же, да, депутатов, как и он представляет, еще раз говорю, он не представлял Чеченскую область, Чено-Ингушский округ, он не представлял, он представлял весь Северный Кавказ, и поэтому... Будучи сыном бедняка, как он смог получить такое образование? Да, там вообще, если мы посмотрим, тогда ведь, помните, на самом деле сказать, что он был прям просто бедняк, это на самом деле абсолютно было бы неверно. Но мы помним тот период, когда, если нужно было непременно, шли наши просветители, даже если они были достаточно из образованной семьи, тот же, например, и Асланбек Шарипов, ведь они практически все
писали, что они из семьи бедняков, потому что ну, новая власть, новые революционные деятели. И, конечно, принимались только, нужно было на повестку, принимались только бедняки и так далее. На самом деле он не был из такой бедной семьи. В семье, где, кстати, умели, ценили образование, он рано научился читать. Кстати, он рано приобщился к чтению. И, видя тягу своего сына к образованию, вот, кстати, надо сказать, и отец, и дедушка отдали его в нашу грузинскую школу, которую он успешно и прекрасно закончил. Но на тот момент, когда он закончил школу, а в Грозном еще не было открыто реальное училище, поэтому отец его повез в Владикавказ. Он именно эту Владикавказскую школу он и закончил. Но так получилось, что вот в этих событиях уже, как мы говорили, вот, революционные события, он очень часто встречался с Асламбеком Шариповым, встречался с революционером, и, безусловно, ему нужна была биография настоящего, будем так говорить, человека нового времени. А это был такой установленный был так тип, что это непременно должен был быть из семьи бедняков. И на самом деле, он, как я говорю, он не являлся таковым. Он, еще раз говорю, был образованный был человеком для своего времени. Но вот если говорить о личной жизни, говорить его, к сожалению, у него не было детей, но у него есть сегодня потомки, идут от его брата, они сегодня, да, внучатые племянники, и, как я говорила, они все достаточно достойные люди. У него была одна жена была чеченка, вторая у него была осетинка, ты можешь там вырезать, да, была у него осетинка. И, кстати, даже в отношении своей жены, он ее тоже, кстати, очень интересный факт, в отношении своей жены, он тоже учил ее грамоте, хотел, чтобы она у него была образована. То есть, знаете, это человек, который переживал за свой народ не просто какими-то там пафосными словами, но за него искренне переживал, поскольку, будучи совсем юным у себя в селе, там, со своими дедушками и так далее, он слышал эти очень интересные истории. Я говорю, еще раз говорю, он в числе один из первых, кто, кстати, и сделал попытку и издать вот этот чеченский фольклор. И поэтому, как я говорю, на следующий год у него будет юбилей. Я думаю, в рамках надо бы достойно отметить имя его. Хотя еще раз хочу сказать, что отношение к Таштамиру, оно у него такое если мы источники все мы с вами проследим, оно к нему такое неодинарно, неоднозначное к нему отношение. Но на мой взгляд, если и сделать анализ из того, что я читала о нем, знаю о нем, о книге, которая о нем вышла. Кстати, самая последняя книга, это Хасана Туркаева, он как раз и пишет о нем, Таштамир Эльдерханов, он его, кстати, и выносит первого, он пишет, что он просветитель. И если даже посмотрим мы с вами все издания, то, безусловно, видно, что его волновало просвещение чеченцев. Это главный мотив того, что его двигало быть и депутатом, поскольку с высокой трибуны у него была великолепная возможность донести, будем так говорить, до высоких чинов, что здесь происходило. Мы же видим, какой у нас край был. Он практически край был. У нас не было ни одной школы. У нас на протяжении почти до 13-14 года у нас практически всего была одна школа в городе и была одна библиотека. Это уже период, это практически предреволюционный период. И как раз-таки надежда на то, что новая власть даст, кстати, его народу просвещение, именно эту надежду Таштамир Эльдерханов, он ее с высоких трибун он ее озвучивал, он к этому стремился, он это и делал. Что, в принципе, прекрасно и удалось, потому что мы знаем, буквально после того, как его выступление здесь у нас в Грозном стали открываться школы, и, как я говорила выше, он очень следил, чтобы эти школы были снабжены учебниками. Это все благодаря его просветительской деятельности. Что тебе еще от меня? Да, про его революционную, скажите, да, я тебе просвещу. Этот самый...